За рулем таких вот громадин Роман Беров уже 8 лет. Признается, работу любит, но каждый раз, когда заезжает во дворы, у него поднимается давление. Вот и сейчас припаркованная легковушка не дает пожарной машине ни единого шанса для проезда. Машину очень трудно поставить, и бывает не хватает радиуса, чтобы заехать во двор. В итоге порой, чтобы пробраться к очагу возгорания, приходится прокладывать дополнительные пожарные рукава, а это драгоценное время, что может стоить жизни. В Московском районе проезжали около дома, там, с каждой стороны по 20 сантиметров, как можно проехать там? Водитель говорит, я не могу проехать. А если за ним, кто будет виноват? Ну, кто дал команду? Естественно, он там уже горит на 6-м этаже. Уже женщина спрашивает, когда окажет помощь. В этом доме несколько лет назад тоже произошел пожар, и спасатели с трудом добрались до очага. Лифт горел, было такое, и стояли частные машины, не могли подъехать пожарные. Новая разметка для пожарных машин, пожалуй, не квадрат, скорее прямоугольник, хотя и частично, но решит наболевшую проблему. Видно, парковка будет издалека, знак, запрещающий ее занимать, рядом. Пока в Казани такую разметку нанесли лишь у 2 14-этажек. Это инициатива лишь одной из управляющих компаний. В ближайшие месяцы подобные парковочные места для пожарных появятся еще в 4 дворах. В Казани таких домов повышенной этажности более 200, и почти у каждого проблема с подъездными путями. Не то что пожарным, а коляски не пройти. У нас просто все и тротуары, и дороги забиты. Каждому дому должна быть закреплена придомовая территория, где есть свои разметки, а оставшиеся машины на ближайшую платную парковку. Если идея придется казанцам по душе, то инициатива, вероятно, будет узаконена на городском уровне. И за парковку на красном квадрате будут уже штрафовать. Только в случае ЧП пожарным до него еще надо доехать, что бывает совсем непросто. Юлия Гоголева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.